Один из старейших культурных объектов региона, который хранит историю не только Коми, но и страны и мира. Национальная библиотека республики. Сегодня здесь прошла всероссийская акция «Прогулка сознанием». Экскурсию для студентов по главному книгохранилищу Коми провел зампред правительства Алексей Просужих. Ее и посетила Дарья Волокжанина. Интеллигенция города Сыктывкара решила открыть публичную библиотеку. И 1 ноября 1937 года в Республике Коми была открыта публичная библиотека. Храм знаний, Национальную библиотеку Коми, такой, какой мы знаем ее сегодня, торжественно открыли чуть позже, в 1958 году. За годы она, конечно, поменяла облик, позади масштабный капремонт. Экскурсию в рамках просветительской акции «Прогулка сознанием» по самому большому книгохранилищу, еще и обновленному, для студентов Госуниверситета провел заместитель председателя правительства Коми и бывший директор читальни Алексей Просужих. Я вообще считаю, что Национальная библиотека – это одно из самых старейших учреждений культуры в Республике Коми, в Коми-крае. История библиотеки насчитывает более 185 лет. Поэтому очень интересно рассказать об истории создания библиотеки, о том, как ремонт проходил, чем она сегодня знаменита и какие фонды сегодня она содержит. Потому что в первую очередь надо обратить внимание на название. Она национальная научная библиотека. Поэтому вот этот один из факторов и определил место локации и показ студентам именно нашего такого сокровища национального. В 17 фондах библиотеки порядка 1 миллиона единиц хранения. Планируется расширение. Вместимость библиотеки увеличили за счет рельсовых стеллажей. Здесь хранится как современная литература, так и старинные издания. Самая возрастная книга – печатный псалтырь с рукописными вставками 17 века. После ремонта, конечно, в Национальной библиотеке я сегодня второй раз уже нахожусь, но меня порадовал большой ассортимент различной литературы, конечно же, и очень больших залов. Просветительская акция «Прогулка сознанием» проходит во всех 89 субъектах Российской Федерации. В экскурсиях участвуют активные, увлеченные школьники и студенты, а наставниками для них выступают первые лица регионов, которые знакомят ребят со знаковыми местами, рассказывают о том, чем знаменит родной край и какой вклад он сделал в процветание России. Дарья Волокжанина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.